Здравствуйте, присаживайтесь. Мы открываем свое производство автомобилей под маркой Вираж, и нам нужно новый логотип. Сделать его на свое усмотрение. Он должен быть выполнен в двух цветах и быть несложным. На работу у вас 3 дня, вот у вас 1%, поскольку вы новичок. Через 3 дня ждем вас в этом же месте, в это же время. До свидания. Ой, нет. У меня же через 2 часа встреча с сдачей заказа. Нужно срочно сделать заказ. Вдохновения нет. Да и времени тоже. Возьму готовый из интернета и поменяю название. Так. Открываем. Поменяем название. Все, можно сохранять. Здравствуйте. Неплохой дизайн. Алло, Саш, логотип отправлен. Запускай производство. Вот твои деньги. А теперь мне пора. Увидимся. Босс, я с отчетом. Произведено 10 тысяч машин. Выпускаем завтра в продажу. Вот у нас проблемы. Логотип, который нам прислали, он краденый. Ты решил, ты шутишь? К сожалению, нет, сэр. У кого-то будут серьезные проблемы. Саня, чтобы через час передо мной сидел новый дизайнер. Алексей, мы откладываем запуск продажи на 2 недели. Сергей, станок по изготовлению логотипа. Что случилось с дизайнером, мы не узнаем. Знаем только то, что ничего хорошего. Не копируйте чужие произведения из интернета без разрешения. Это может дорого вам обойтись. Мария Анатольевна, можно выйти? Да, конечно. Здравствуйте, Мария Анатольевна, можно выйти? Я опоздала. Да, конечно, Ириночка, пишет сочинение. Вот твой тетрадь, тема на доске. Хорошо, спасибо. Раз. Какой оценки за сочинение? Дима 5, Рома 5, Степа 5, Захар 5, Даша 5, Кристина 5, Маша 5, Алина 5, Илина 4. А теперь я хочу пригласить автора рабочего сочинения Ирина Владимировна. Спасибо большое за ожидание, дорогие друзья. Рада вас всех приветствовать. Давайте еще раз друг другу все поаплодируем. 9-й год подряд мы собираемся в этом зале, чтобы подвести итоги замечательного события – республиканского этапа международного детского конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее».
Наш конкурс про фантазию и творчество, про то, что каждый из нас, даже ребенок, способен придумывать удивительные вещи. А хотите узнать, что такое интеллектуальная собственность, как не только защищать результаты собственного творчества, но и уважать чужие разработки? Об этом нам расскажет художественная зарисовка Савы Раводина «Приключения идейки и ребенка». История вторая «Ребенок и хитрая сорока». В одной волшебной стране жили-были брат и сестра. Сестру звали Идейка, а братика Ребенок. Идейка была старшей. Она очень любила своего брата и никому не давала его в обиду. Жили они дружно и весело в красивом доме на опушке леса. Всем привет! Меня зовут Идейка, и я могу появиться в вашей голове, если вы любите конструировать и фантазировать! Хотите со мной дружить? Тогда давайте отправимся в страну знаний вместе! Привет! Меня зовут Ребенок. Полное имя Рид, что означает результативная интеллектуальная деятельность. Я очень люблю приключения, о которых вы узнаете в этой истории. Однажды Идейке захотелось научить своего брата музыке и поэзии. Мотивация у старшей сестры была простая. Игры на свежем воздухе – дело хорошее, но пора подумать и о более серьезных вещах. Ребенок оказался прилежным учеником. Сначала он полюбил рифмовать слова. Это же так увлекательно! Главное, чтобы под рукой всегда был блокнот и карандаш, потому что вдохновение может прийти в любой момент. Мы с сестрой затопим печку. На камин поставим свечку. Это наш счастливый дом. Хорошо живется в нем. Усердно Ребенок занимался и музыкой. Особенно ему нравилось играть на гитаре. Что поделаешь, у большинства мальчишек именно такие пристрастия. Их трудно заставить полюбить скрипку или фортепиано, но гитара — совсем другое дело. Если гитару Ребенок изучал самостоятельно, то игре на фортепиано его обучала старшая сестра. Труднее всего маленькому музыканту давались гаммы. Занятия проходили напряженно, нудно и монотонно. Впрочем, Идейка оказалась терпеливым учителем музыки. В какой-то момент количество перешло в качество, и Ребенок с одинаковым успехом освоил гитару и фортепиано. Итак, Ребенок научился сочинять песни. Они были мелодичные и с хорошими текстами. Иногда он пел их для обитателей леса. На концерты приходили зайчики и белочки, ежики и косули, бобры и дикие утки. Заглядывали на музыкальный огонек даже волки и медведи. Но наши маленькие зрители и их родители, вы же понимаете, что не всегда хищные звери самые страшные. Знаете, кто решил украсть у Ребенка его песни?
хитрая ворона. Она ничего не понимала в музыке и поэзии, однако внутренний голос ей подсказывал, что главное в тетради не блестящая обложка, а ее содержимое. Во время очередного лесного концерта хитрая ворона привела свой план в исполнение. Она дождалась аплодисментов и в этот момент стащила блестящую тетрадь с песнями, или, если сказать более правильно, присвоила себе чужие авторские права. Я украду тетрадку и продам песни Реденка в другом лесу. Реденку стало обидно. Как же так? Он столько трудился, чтобы научиться играть на музыкальных инструментах, изучал правила стихосложения, искренне хотел порадовать лесных жителей своими песнями. И ему помешала какая-то хитрая ворона. И главное, она теперь может унести тетрадку в другой лес, и концерты будет давать кто-то другой. В этот момент на лесной опушке появился старый добрый волшебник, дедушка-патентовед. Он хлопнул волшебные ладони, и хитрая ворона была вынуждена вернуться обратно и отдать блестящую тетрадь ее законному владельцу. Ни в коем случае нельзя брать и взаимствовать чужие авторские произведения, ведь они строго-настрого защищены государством. Таким образом, план хитрой вороны не удался, и лесные жители смогли еще много раз побывать на концертах Реденка. Песни у него действительно были хорошие и нравились всем без исключения. Дорогие девочки и мальчики, если вы написали, к примеру, песню, или же сочинили стихотворение, или же сняли фильм, то непременно это будет защищено нашим государством, и ни в коем случае нельзя брать чужие произведения, если даже это тебе очень сильно понравилось. Сейчас споем. Ворона, поможешь? Здесь неба я не хватал, жизнь света поживал, делал все по правилам, и так по накатанной. Но оказался я не нужный, и вот покорытая, да еще разбитая, и все упустил. Золотую рыбку я не выловил, сказка ложь, но в ней намек. Кто вначале дурак, тому в конце везет. Стоя на круг впереди, я могу бежать, идти, суетиться не надо, торопиться некуда. Я на круг впереди, я могу бежать, идти, суетиться не надо, торопиться некуда. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. А перед нами выступили студенты отделения актерское искусство колледжа искусств Республики Коми. Спасибо вам, ребята. Вы создали дружелюбную атмосферу, а самое главное, показали такую поучительную историю. Дорогие друзья, небольшая заминочка, чтобы нам освободить место, потому что у нас сегодня очень много победителей. Ну что, мы готовы почти. Спасибо. Творчество детей многогранно, от рисунков и сочинений до программ и технических разработок. Нам тоже есть чем похвастаться.
Сегодня мы подводим итоги республиканского этапа. В этом году участие приняло 312 ребят, которые предоставили 274 работы. И сейчас пришло время узнать имена юных изобретателей. И сейчас для награждения наших участников и с приветственным словом приглашаем заместителя министра культуры и архивного дела Республики Коми Попова Вячеслава Васильевича. Бурлундона, Йоркьяс, Нувьяс, Зоньяс. Добрый день, уважаемые ребята, приглашенные. Разрешите от имени министра Гульнары Нария Идрисовой от себя лично приветствовать вас на этом мероприятии, которое проходит в нашем уникальной национальной библиотеке. И вот ребята, которые до этого выступали, это тоже наши подветственные учреждения, колледж искусств, поэтому им тоже большое спасибо. Ну а что хочется сказать? Ребята, вы большие молодцы, что участвуете в вот таких вот активностях, вот таких конкурсах. На самом деле изобретать это важно, нужно, потому что вот я тоже был когда-то школьником, у меня не было интернета, мы что-то там делали, да, мы не знали, что это, может быть, что-то изобрел, но дальше этого не ушло. Я не помню сейчас, ну, может быть, только какие-то такие, может быть, какие-то инструменты, которые мы там применяли, да, как-то усовершенствовали, но это мы дальше не продвигали. Может быть, а сейчас такая уникальная возможность, благодаря вот этому конкурсу «Школьный контент», и принимать вот участие в этих конкурсах, побеждать, получать призы. И очень отрадно, что столько работ, столько участников, и вот то, что вот эти вот воочию мы видим, какие патенты мы получили в рамках предыдущих наших мероприятий, поэтому это очень здорово. Вы большие молодцы, я думаю, что уже вы все победители, потому что вы принимаете участие. На этом, если кто-то не победит в этом конкурсе, я думаю, что не надо расстраиваться, это делает нас сильнее, вы дальше продвигаете, делаете, помогаете, но наша задача взрослых нас помогать вам всячески, чтобы вот эти идеи возникли. Может быть, вы не станете изобретателями, не станете, но каким-то таким известным людьми, но желаю вам всем стать этими изобретателями, получить патенты, зарабатывать на этом много-много денег на этом патенте. Но если не станете, не стоит отчаиваться, все равно вы станете хорошими людьми, я в этом не сомневаюсь, потому что вот эти конкурсы, в этих конкурсах участвуют только наши самые хорошие, самые лучшие ребята. Поэтому всех вам всего наилучшего, дальше дерзайте, не останавливайтесь. Я думаю, в вашей жизни будущее это все как минимум вам пригодится. Спасибо, Вячеслав Васильевич, за добрые слова. Перейдем к награждению и начнем мы с номинации «Важное для обороны страны». Итак, 3-е место занимает Аркатова Анастасия, Центр дополнительного образования детей города Усинска. Анастасия, приглашаем. Второе место. Балбутский Филипп, Сыктывкар, 4 класс. Модель системы обнаружения сетевых вторжений. Поздравляем, Филипп. Первое место в номинации «Важное для обороны страны» получает Зорин Артур, город Ухта, 10 класс. Артур у нас сегодня защищался онлайн, но давайте ему тоже поаплодируем, потому что у нас ведется трансляция. Следующая номинация «Интервью о профессии». Диплом 2-й степени награждается Сидюров Михаил, Выльгородская СОЖ. Интервью с изобретателем. Какой юный у нас интервьюер. Диплом 1-й степени вручается Саяпиной Екатерине, гимназия имени Пушкина. Екатерина брала интервью у кандидата физико-математических наук. Поздравляем, Екатерина. Следующая номинация «Интеллектуальные способности. Неограниченные возможности». Промышленный дизайн, направление одежда и обувь. Дипломом 1-й степени награждается Тихановская Надежда, Зеленецкая СОЖ, с работой «Жилет». Поздравляем, Надя. Промышленный дизайн, направление произведения декоративно-прикладного искусства. Дипломом 3-й степени награждается Чупров Владимир, Выльгородская СОЖ, с работой «Заяц». Представители, очень рады, пожалуйста. Поздравляем. Режиссерский взгляд, направление мультипликация. 1-е место присуждается Морозову Егору, Выльгородская СОЖ номер 2, мультфильм «Плагиат».
Поздравляем победителей. Благодарим вас, Вячеслав Васильевич. Ну, а сейчас такая миссия выпадает нашему следующему постоянному гостю, который всегда с радостью откликается к нам, к награждению, с поздравлением ребят. Разрешите пригласить заместителя министра образования и науки Республики Коми Ганова Максима Алексеевича. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые организаторы, родители. Сегодня награждение происходит в знаменательный день. Сегодня День науки. Я поздравляю Ольгу Санну, коллег, тех всех причастных, кто, может быть, есть студенты, да и будущие студенты, которые будут заниматься научным поиском, а вы им уже занялись в школьное время, разрабатываете свои патенты, разрабатываете свои исследования, тоже причастны к науке. Ну и сегодня еще день рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, тоже дата очень важная для российской и мировой науки, поэтому эта дата не случайна. Ну, действительно, не первый раз и в министерстве, я лично принимаю участие. Не всегда удается посмотреть все ваши достижения, но тем не менее тот сборник, который выпускает Национальная библиотека, он и приходит нам, и мы его распространяем потом в наших образовательных организациях. Уважаемые друзья, ну, для кого-то это первый, но не последний научный опыт, а для кого-то это уже действительно заявка такая на будущую путевку, потому что те проекты, которые уже в первой номинации были, я думаю, что ребята вот, и дизайнеры, они должны пойти учиться в нашей профессиональной образовательной организации. У нас есть направление и модельеров, и программистов, и системных администраторов. И то, что касается обороноспособности страны, у нас тоже есть такие направления и в наших техникумах, но и в наших университетах, которые есть на территории Республики Коми. Поэтому, уважаемые друзья, с праздником, с Днем российской науки, ну и с победой в этом замечательном конкурсе. Готов наградить заслуженных победителей. Сказано, сделано. Итак, номинация «Изобретения. Иные технические изделия, приборы и способы». 3 место. Тимофеев Матвей и Юрин Семен. К сожалению, ребята не смогли присутствовать, они защищались онлайн. Но мы обязательно передадим подарки нашим адресатам. 2 место занимает Мяндина Полина, Устилимская СОЖ. Стул, Пижемская ложка. 1 место. Крюковская Виктория, Республиканский центр дополнительного образования села Визинга. Приспособление для намотки ниток. Поздравляем, Виктория! Следующая номинация «Код будущего». 3 место. Даутов Тимур, Республиканский центр дополнительного образования. Тимур, приглашаем тебя. Второе место. Остапчук Таисия, гимназия имени Пушкина. И 1 место в номинации «Код будущего» занимает Карнажицкий Максим, физико-математический лицей города Сыктывкар. Максим Алексеевич, спасибо вам огромное. Ребят, поздравляем вас. Дорогие друзья, сейчас я предлагаю нам прерваться еще на один творческий подарок от колледжа искусств. Встречайте, Головушкина Василиса. Стало скучно дома жить Антошке. Чем заняться, скуку разогнать, привязать на хвост бумажку кошке, брату кнопку подложить в кровать. Да уж, кнопка дело неплохое, но ведь это было все раз 100. А придумать хочется такое, что пока не выдумал никто. Главное — решить, к чему стремиться. Сделаю-ка супер-везделет. Вот он к пылесосу крепит миксер, вентилятор тоже в ход идет. Чтоб летать,
Уверенно и быстро льет бензин он прямо в пылесос. Хорошо, что полную канистру папа для чего-то в дом принес. Все готово, а теперь в окошко! Ну и скорость, это просто класс! Все ребята, думает Антошка, упадут от зависти сейчас. Вдруг он видит, аппарат похожий так же лихо над двором летит. Там сидит его сосед Сережка. У него такой же гордый вид. Глядь, из всех соседских окон валят супервезделеты прямо ввысь. Мчат Дениска, Толик, Ромка, Валя. Да откуда ж все они взялись? На лету у них мрачнеют лица. Ну скажите, что за ерунда? Раз нельзя идеей похвалиться, то зачем нужна она тогда? Спасибо большое, Василиса, за художественное прочтение стихотворения «Изобретатель» Людмилы Улановой. Ну что, дорогие друзья, мы переходим дальше к награждению, потому что у нас, повторюсь, огромное количество номинаций, где есть поднаправления. Следующая номинация – «Промышленный дизайн», который имеет множество подноминаций. В прошлом году наш спонсор, агентство недвижимости КС «Альфа», выступило инициатором и учредителем направления «Детская площадка». Сказано, сделано. И сейчас, я думаю, что поподробнее об этой идее, ну и, конечно, с награждением ребят, нам поможет директор организации КС «Альфа» Андрей Игоревич Булышев. Добрый день, дорогие друзья, родители, все участники. От всей души и от компании я бы хотел поблагодарить всех участников, кто принимал активное участие в промышленном дизайне. С комиссией мы рассмотрели достаточно очень много работ. Все работы мне понравились. Особенно есть особенные работы были. Вот. Мы их отдельно решили, да, наградить. Вот. Одна из работ мне очень сильно понравилась. Она подходит под нашу стилистику жилого комплекса «Токио». Я думаю, что мы рассмотрим следующий жилой комплекс и, наверное, эту работу рассмотрим как детскую площадку. Она очень нам понравилась, всей комиссии. Вот. Ну, да. Давайте награждать лучших. Всем спасибо. Да, Андрей Игоревич, вам сегодня придется делать много рукопожатий, потому что огромное количество победителей. Ну что, начнем как раз-таки... Как и обещали всем. Начнем со спецноминации «Детская площадка». Дипломом 3-й степени удостоены Юркина Эвелина, город Сыктывкар. Поздравляем! Третье место с Эвелиной разделил Станко Святослав, город Емва. Есть представитель, пожалуйста. Диплом 2-й степени вручается Тикушевой Арине, СОЖ номер 12, город Сыктывкар. Диплом 1-й степени вручается Чупровой Алине. К сожалению, Алина не смогла присутствовать на церемонии награждения, но мы обязательно передадим памятные призы. Следующее направление – произведение архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. 2-е место занимают Ананина Мирослава, Уссыльмская СОЖ. Зиеддинова Альфия, средняя образовательная школа села Визинга. Спецпризом отмечена работа Штынюк Максима, Центр дополнительного образования детей города Усинска. Следующее направление достаточно интересное. Промышленный дизайн, флакон для духов. Много различных идей мы получили, и вот какие результаты. Диплом 3-й степени. Савина Арина, районный дом детского творчества Усть-Кулом. Есть представитель, пожалуйста.
Диплом третьей степени разделили также Кузьмина Эвелина, поселок Подь. Диплом второй степени вручается Сажиной Юлиане, гимназия искусств при главе Республики Коми. Экзотический микс. Поздравляем, Юлиана. Флакон для духов. Диплом первой степени вручается духам мотиву. Женский образ. Ануфриева Вера. Выльгородская СОЖ номер 1. Номинация «Промышленный дизайн», направление «Одежда и обувь». Диплом третьей степени вручается Полтавской Анастасии, СОЖ села Визинга. Андрей Игоревич, надеюсь, не устали, у нас еще есть номинации. Здесь очень приятно. Это радует. Направление «Настольные игры», интеллектуальные и развивающие. Третье место занимает Белоусова Карина, Зеленецкая СОЖ, МЭМА, Коми Орнамент. Дипломом второй степени награждаются девчонки с города Воркута, но, к сожалению, они защищались онлайн, поэтому мы вас тоже поздравляем. Игра «Пазл о Воркуте с любовью». Первое место в номинации «Настольные игры». Лыткин Никита, СОЖ номер 12, город Сыктывкар. Карточная игра «Герои Коми-легенд и преданий». Никита, поздравляем. Пожалуйста. Произведение декоративно-прикладного искусства. Здесь, конечно же, жюри долго думало, какое место кому дать, и так и не смогли решить, скажу вам так. Здесь у нас 3 вторых места. Второе место занимает Терентьева Раиса, Ижемский район, детский центр, 7 класс, «Мой дед оленевод». Второе место Говорова Софья. Сумка из шерсти «Осеннее настроение». Село Зеленец. Софья, да. Поздравляем. Также второе место разделила Алиса Саратова, Выльгородская СОЖ. С работой Олешек. Очень милая работа. Поздравляем. Дипломом первой степени в номинации «Произведение декоративно-прикладного искусства» награждается Маняк Алена, Выльгородская СОЖ. Ее работа «Лосяш». А мы продолжаем промышленный дизайн. И последняя подноминация «Прочие дизайнерские решения». Третье место у нас занимает участница из города Усинска. Она защищалась сегодня онлайн. Базарнова Екатерина, мы поздравляем, обязательно передадим твой памятный приз. Второе место занимает Турубанова Есения, Выльгородская СОЖ номер 1, настольный органайзер «Елка». Есения, поздравляем! Ну и в этой подноминации наше жюри никак не могло принять решение, поэтому у нас 2 первых места. Мы приглашаем Базарову Елизавету, технологический лицей, 10 класс. Елизавета. Первое место с Елизаветой разделила Марина Макарова, также технологический лицей. С работой «Предметные тетради». Андрей Игоревич, спасибо вам огромное. Переходим к следующим номинациям, где жюри оценивало креативность, авторский вклад и новизну, грамотность и стиль изложения. Это номинации «Мастер дизайна» и «Мастер слова».
Для награждения победителей мы приглашаем нашего спонсора, нотариуса Сыктывкарского нотариального округа Республики Коми Дмитрия Сергеевича Ланшакова. Добрый день. Спасибо организаторам за возможность поучаствовать в таком замечательном мероприятии. Номинации мастер дизайна и мастер слова, да, очень творческие, сложные. Попробуй выразить словом или рисунком свою идею. Это довольно сложно. Для школьников это хороший старт и задел на будущее. Конкурс очень важен, актуален, интересен. Он помогает развивать детям свои интеллектуальные способности. И вообще считаю, что развитие интеллектуальной собственности способствует увеличению патентной активности. Я вообще очень рад, что конкурс в том числе развивает у детей и школьников какое-то понимание о том, что такое патент. Очень важная, на мой взгляд, эта история. Я вот, например, в своей практике один раз только заверял, ну, не совсем, конечно, патент, но вот ко мне пришел человек с рукописью своей, со своим трудом, и мы заверяли время предъявления документа, что это действительно он сделал и сотворил это, так сказать, произведение интеллектуальной собственности. Спасибо большое. Давайте, наверное, перейдем Итак, к награждению. Да. Третье место в номинации «Мастер слова» направление «Моя интеллектуальная собственность» присуждается Рафиеву Евгению, город Сыктывкар. Женя, пожалуйста, просим. Поздравляем. Третье место в направлении «Культурное наследие моего края» занимает Ануфриева Таисия, Выльгородская СОЖ номер 1. Таисия. Мастер слова. Самое полезное изобретение ученых моей страны. Третье место получает Волкова Дарья, село Визинга. Дарья бежит, давайте ее поддержим аплодисментами. Второе место. Шаглеева Юлия, средняя общеобразовательная школа села Обьячево. Юлия, рады видеть вас. Первое место в номинации «Мастер слова». Махнева Ульяна, город Вуктыл. Обязательно передадим памятные призы Ульяне, но у нас еще одна номинация «Мастер дизайна». Направление... есть представитель, да? Очень рады. Мастер дизайна. Направление «Жизнь сказочных вещей в наше время». Диплом третьей степени поделили учащиеся Устилимской СОЖ. Бобрецова Софья и Мяндина Юлия. Очень здорово, что есть у нас представители. Диплом второй степени также разделили два участника. Эглит Иван, село Выльгород, и Мельничук Ксения, Усогорская СОЖ. Если кто-то из ребят присутствует, есть представители. Поздравляем. Ну, надеюсь, что победитель точно присутствует здесь. Это диплом первой степени мы вручаем Таранковой Варваре, Выльгородская СОЖ номер 1. Поздравляем, Варвара. Направление «Техника будущего». Третье место присуждается Гребешкову Михаилу, Выльгородская СОЖ, с работой Ту-907. Третье место с Михаилом поделила Анфиса Абрамчук, город Емва. Рабакот Добби.
Второе место в номинации в направлении «Техника будущего». Новожилов Леонид, Троицко-Печорск. Пожарный дрон. У нас есть представитель. Диплом первой степени в номинации «Мастер дизайна», направление «Техника будущего» получает Логинов Сергей, детско-юношеский центр села Зеленец, машина снегоуборочная. Поздравляем, Сергей! Еще одно поднаправление мастера дизайна – скульптурная композиция «Украшение моего города». И здесь хочется отметить, что в этом году призовые места заняли девчонки гимназии искусств при главе Республики Коми. Диплом третьей степени вручается Истоминой Дарье, ягоды Республики Коми. Дарья, поздравляем! Диплом второй степени получает Полина Миханошина со страниц Красной книги. Полине тоже можно Диплом первой степени вручается Бызовой Дарье, друзья Тундры. В этой номинации есть у нас спецприз от Национальной галереи Республики Коми. Работа «Птица стерх». Автора приглашаем на сцену. Рувинова Елизавета. Дмитрий Сергеевич, огромное вам спасибо. Участники нашего конкурса самореализуются в различных направлениях, и одно из них – «Миллион за идею». Это номинация для учащихся, которые планируют практически применить, внедрить свой результат интеллектуальной деятельности. С приветственным словом приглашаем ректора Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Ольгу Александровну Сотникову. Дорогие участники конкурса, уважаемые организаторы, гости, позвольте от Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина приветствовать и выразить, конечно, словами признательности великую мощь, которую вы делаете в этих конкурсах. Мы убедились в том, что у вас есть идеи, и теперь понимаем, что у нашего подрастающего поколения необходимо приложить хорошее образование. Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина ждет вас. У нас наши сотрудники-преподаватели были членами экспертной комиссии. И, наверное, это точно продумано, что именно сегодня завершающий этап этого конкурса, поскольку, да, День науки, день рождения Санкт-Петербургского государственного университета, школа которого реализуется в нашем университете, и 300-летие Российской академии наук. Я всех нас поздравляю с этими праздниками, и особенно участников, потому что в этот день они делают свой первый шаг в науку. Спасибо, Ольга Александровна. Ну что, посмотрим, кто у нас близок к получению миллиона за идею. Дипломом третьей степени награждается Тимченко Татьяна, село Визинга, клуб повелителей времени. Дипломом второй степени награждается командная работа «Зеленое мыло». Керимова Эльмира и Абрамовская Анна. Детский технопарк «Кванториум». Дипломом первой степени награждается Филиппов Никита и Витязева Мария, село Ижма. Работа «Сборная модель окна с наличниками». Ребята. Обязательно фото на память, развернитесь.
Ребят. Также Ольга Александровна от лица Сыктывкарского государственного университета пришла с памятными призами для наших старшеклассников. Поэтому, ребята, я приглашаю на сцену Макарову Марину, Тимофеева Матвея, Зорина Артура, Даутова Тимура, Керимову Эльмиру. Ребят, кого назвала, будем рады видеть на сцене. Тимур, мы тебя тоже ждем. Ольга Александровна, обязательно передадим подарки памятные ребятам. Спасибо вам. Мы продолжаем. Ребята представили на конкурс работы, в ходе которых был самостоятельно получен экспериментальный материал и проведен анализ информации. Речь о номинации «Научно-исследовательская работа». Для приветственного слова приглашаем ответственного секретаря приемной комиссии моего родного Сыктывкарского лесного института Бестову Наталью Феликсовну. Здравствуйте, дорогие друзья. Почему друзья? Потому что вы являетесь нашими единомышленниками, потому что мы тоже занимаемся наукой, стараемся, да, то есть продвинуть наши технологии на более высокий уровень. И, конечно, это ваши первые победы. Победы не только ваши, но и ваших родителей, ваших наставников. И я хочу вас поздравить вот с этой первой победой, которую вы сегодня заслуженно получили. Как уже сказали, сегодня День науки. Наука так бы не продвинулась далеко, если бы не ваша идея, не ваши работы, не ваши усилия. Поэтому я хочу вам пожелать: дерзайте, взлетайте, собирайте звезды с неба, ошибайтесь, набивайте шишки. Но это все поможет вам дальше в вашей жизни, вашим утверждениям, вашим победам. Потому что занятие наукой — это настолько интересно и бывает настолько захватывает. И нельзя сказать, что это достижения, они останутся, неиспользованные. То есть вы получили победа, и на этом все. Нет. Может быть, ваши идеи в будущем помогут поднять наши технологии на более высокий уровень. И кто знает, может, среди нас сейчас сидит кто? Великий ученый, как Менделеев, великий профессор, который прославит всю нашу Россию во всем мире. Или человек, который достигнет таких высот, о которых он даже сейчас не мечтает. Поэтому мечтайте, мечтайте и мечтайте. Поздравляю вас! Перейдем к награждению. Номинация «Научно-исследовательская работа». Направление экономика и управление. 3-е место занимает командная работа ребят из города Ухта. Быстров Владимир, Визанкин Алексей. Ребята, поздравляем! Обязательно фото на память, ребят. Поздравляем! 2-е место в номинации «Научно-исследовательская работа. Направление экономика и управление» Тимченко Татьяна, село Визенко. Как все успевать? Татьяна у нас молодец, поучаствовала в нескольких номинациях и стала победителями. Поздравляем! Направление технические науки. 1-е место занимает Шубина Анастасия, село Карткирос. Создание программы тренажера навыков перевода чисел между различными системами исчисления. Ну что, Анастасия, с первой победой вас. Желаю удачи, дерзайте дальше. Специальным призом от Сыктывкарского лесного института награждается Яковец Валерия, поселок Аджиром. Влияние синтетических моющих средств на зеленые водные растения. Обязательно передадим подарок. Но Наталья Феликсовна тоже пришла с памятными подарками для наших без 5 минут выпускников, студентов. Базарова Елизавета,
Быстров Владимир, Визанкин Алексей, Карнажицкий Максим, Остапчук Таисия. Ребята, если вы здесь присутствуете, то, пожалуйста, выходите. В День науки. Поздравляем, ребят. Наталья Феликсовна, вас тоже благодарим. Спасибо. Следующая номинация, заключительная, которая тоже включала несколько направлений. Это режиссерский взгляд. Приглашаем доцента кафедры государственного и муниципального управления Института высшего образования, а по совместительству еще и ответственного секретаря приемной комиссии Коми Республиканской академии государственной службы и управления Анну Михайловну Чарину. Рада вас всех приветствовать, дорогие ребята, наставники, эксперты. Счастлива поздравить вас всех с Днем российской науки. И особенно, конечно, поздравить ребят и ребята вас и ваших наставников с вашими первыми победами в науке. Так держать. Я всегда говорю нашим студентам, что для своего роста и развития нужно всегда делать чуть-чуть больше, чем задавали домашнего задания. Поэтому вы это сделали, и сегодня мы вас благодарим за ваши результаты. И мы, взрослые, всегда будем с вами рядом, чтобы помогать расти вашим крыльям. Добрые слова, Анна Михайловна. Номинация «Режиссерский взгляд», направление «Мультипликация». Дипломом второй степени награждается Крамарева Алла, Выльградская СОЖ номер 2. В направлении реклама специальным призом Академии госслужбы и управления отмечена работа детского технопарка «Кванториум». Автор, приглашаем вас. Витошкина Вероника, Свиридова Арина. Поздравляем, девчонки. Направление «Музыкальный клип». Диплом первой степени вручается Преловой Ксении, село Мохча, Ижемский район. Рэп «Школьный патент». Обязательно до Ксении дойдет подарок. Продолжая номинацию, остановимся на направлении короткометражное кино. Диплом третьей степени вручается Чурсину Андрею, город Сыктывкар. Но Андрей заболел, к сожалению, и не сможет присутствовать. Но третье место с Андреем разделили ребята с Троицко-Печорска. Возможно, они здесь. Пыстина Агата, Бурова Валентина, Бажукова Биби. Есть представитель. Спасибо. Диплом второй степени. Здесь также отмечены 2 работы, и причем обе они с села Кайгородок. Групповая работа. Акопян Элина, Булычева Алина, Мелехина Мирослава. Если есть представители, то будем рады. И второй победитель – это работа Гриффенштейн Сабины и Мадяр Виктории. Диплом первой степени вручается ребятам из Выльградской СОЖ номер 2. Приглашаем команду парней. Жуков Марк, Жижев Мирон, Поздоровкин Дмитрий и их работа «Телетрофоны». Какие ребята у нас в форуме, приятно смотреть. Мальчишки, обязательно фото на память. Поздравляем. Анна Михайловна также пришла с памятными призами поощрить старшеклассников. Зиединова Альфия, Чупрова Алина, Станко Святослав. Обязательно передадим ребятам их памятные призы. Анна Михайловна, за добрые слова спасибо и за награждение. Благодарим. Друзья, давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим всех победителей, призеров.
Но не стоит забывать еще об одних важных и значимых людях. Особые слова благодарности хочется выразить нашим педагогам-наставникам. Спасибо за ваш труд. Вы наставники, вдохновители, помогаете ребятам развивать их способности и талант, а также учите мыслить креативно и стремиться к новому. Сейчас для поздравления участников конкурса мне бы хотелось пригласить руководителя региональной дирекции конкурса «Школьный патент» Любовь Александровну Фасахову. Добрый вечер, уважаемые участники, добрый вечер, уважаемые гости, которые сегодня очень уважаемые есть, да, которые нашли время сегодня прийти сюда, в этот зал, поздравить нас всех. Хочу сказать о том, что получаю истинное удовольствие от того, что сегодня целый день с нами происходит. Это огромные положительные эмоции, какие растут дети, какие талантливые, какие гениальные идеи у некоторых. Это просто позавидовать. Я очень счастлива за наше будущее, хочу вам честно сказать. И вот тоже анализируя все, что происходит, уже, как говорили, да, 9-й год этот конкурс с нами в Республике Коми, и могу сказать, что вокруг этого конкурса уже выстроилась некая экосистема, да, это и партнеры, и спонсоры, и команда проекта. Благодаря, хочу сказать также, да, что благодаря масштабному региональному проекту «Регион умников», куда как раз входит наш конкурс «Школьный патент. Шаг в будущее», у нас информация транслируется в районы. Мы сегодня видим эту географию, мы видим этих ребят. То есть удаленность сейчас не порог. У нас везде свои люди, это наши компаньоны, это наши единомышленники, которые работают в центральных библиотеках муниципальных образований, распространяют знания о праве интеллектуальной собственности. Они работают с этими ребятами, они помогают формировать заявки на участие в конкурсе. Поэтому здесь прям огромный респект и прям слова благодарности. И частично они здесь сегодня присутствуют, были представителями, да, ребят сегодня здесь в этом зале. Кроме того, у нас есть спонсоры, которые украшают конкурс. Да, ребятам всегда приятно получить памятные подарки. Я уже смотрю, как они бурно их рассматривают, как они удивляются, да, слова такие, ой, и глаза такие полные удовлетворения. Вот, хочу огромное выразить слова благодарности нашим спонсорам. Да, многие уже сегодня здесь были. Кроме того, это «Лукойл», «Ухта», нефтепереработка, КС «Альфа», повторюсь, да, и нотариус Ланшаков Дмитрий Сергеевич. Вот, это, конечно, да. Кроме того, хочу, конечно же, поблагодарить наших наставников. Это бесценный труд. Вы вкладываете в то, что будет развивать наш регион, нашу страну. Ведь мы все понимаем, да, что сейчас экономика, она переходит от ресурсной, да, в экономику знаний. И поэтому здесь вот ребята, они собрались именно те, которые заточены на продвижение как раз экономики знаний. И я надеюсь, что за этим будущее. И я хочу поблагодарить этих трудолюбивых, этих людей-мотиваторов, которые занимаются ежедневно с ребятами, да, которые уже показывают такие высокие результаты. И вот сегодня на защите в первой половине дня была просто поражена. Уже есть готовые объекты, которые можно реализовывать, можно продавать, можно делать на этом бизнес. Конечно, были даны определенные рекомендации всем ребятам. Я надеюсь, всеми нашими советами они воспользуются и воплотят в жизнь, не будут не останавливаться ни в коем случае на достигнутом. Все трудности, они преодолимы, они лишь нас закаляют, дают больше энергии для достижения еще большей планки. Поэтому благодарю от лица Национальной библиотеки, от лица дирекции конкурса «Школьный патент. Шаг в будущее» и приглашаю на эту сцену. Да, дорогие педагоги, кто здесь присутствует, мы приглашаем вас на сцену. Выстраиваетесь, получаете эти бурные овации. Я хочу вам напомнить, что дипломы вы сможете получить после мероприятия, чтобы сейчас не запутаться.
Да, уважаемые ребята, еще забыли вручить спецприз. Так получилось от Национальной галереи. Кому? Кому? Черных Ксения Евгеньевна, если в зале, готовы вручить вам обещанный приз? Нет? Обязательно передадим до адресата. Дорогие педагоги, поздравляем вас. Обязательно после мероприятия за дипломами победителей обращайтесь к нам. Ну и напомню, что сертификаты участникам и педагогам, которые помогали ребятам, мы вышлем вам на электронную почту. Дорогие друзья, наша церемония подходит к завершению. Мы говорим вам до новых встреч, до встреч, где вы нам презентуете новые свои идеи, новые разработки. Никола Тесла говорил, что выражение «выше головы не прыгнешь» — это заблуждение, ведь человек может все. Поэтому, дорогие друзья, мечтайте, изобретайте и удивляйте. И по нашей старой доброй традиции я приглашаю всех на сцену для нашего совместного фото.